О бардаке, который творился на Харгосе, не раз заявляли бизнесмены. Нам постоянно нужно было доказывать, кучу документов собирать. Чуть бы не через один контейнер шел досмотр. Сформировала огромные заторы. Смогли ли решить проблему с коррупцией? Тому, здесь, там. Проще заплатить государству. Была проведена большая работа по выводу из тени. Как теперь возят грузы? Всем привет, это Айран. Сегодня поговорим о казахстанской таможне. Речь пойдет о пунктах пропуска на границе с Китаем, где регулярно происходили коррупционные скандалы. О бардаке, который творился на Харгосе, не раз заявляли бизнесмены, борцы с коррупцией и даже президент. Миллиарды тенге оседали в карманах так называемых избранных компаний. Что сейчас там происходит? Удалось ли навести порядок и разобраться с монополистами? Смогли ли решить проблему с коррупцией и вечными очередями? Подписывайтесь на Айран. Здесь мы говорим о важном. Буквально на днях в агентстве по финмониторингу отчитались о завершении громкого дела в отношении компании Евротранзит Нуржола. Это частный оператор, который занимался перевозкой грузов с нейтральной стороны Китая в нашу страну. Фирма отправляла свои грузовики в КНР, загружала там товар и возвращалась на свои склады. Но стоимость этих услуг была завышена, посчитали в АФМ. Казахстанским бизнесменам приходилось работать с этой компанией и переплачивать тысячи долларов, потому что альтернативы у них просто не было. Евротранзит был монополистом. Только по официальным данным фирме удалось заработать более 4 миллиардов тенге. Расследование по этому делу шло без громких заявлений и разоблачений. Как писали в СМИ, конечным бенефициаром Евротранзита был Кайрат Шарипбаев, который по некоторым данным приходится супругом дочери экс-президента Дариги Назарбаевой. И вот расследование завершилось. Евротранзит передал государству свои функции, а вместе с ними земельный участок и расположен на нем транспортно-логистический комплекс на сумму около 10 миллиардов тенге. Но в телеграм-каналах теперь пишут, что уход монополиста якобы ничего не изменил. Будто на смену одного оператора пришли другие, избранные компании. Так ли это? Что изменилось на пропускных пунктах и как теперь возят грузы? Было тяжело на рынке. Было тяжело конкурировать. Почему? Потому что, так скажем, раньше были определенные люди, приплотненные, да, которые, используя определенные серые схемы, завозя свой товар. К примеру, вот клиент везет, там, не знаю, столы, да, и оплачивает бюджет там 5-6 миллионов, а его же конкурент, обращаясь к этим людям, используя серые схемы, уже везет аналогичный товар, оплачивает там бюджет 2-3 миллиона. Естественно, это было очень тяжело уже конкурировать людям. Сейчас такой ситуации нету. Многие импортеры уже стали более уверенно вести, потому что появилась живая конкуренция. Я скажу так, что на таможне именно вот этот вот момент серых схем, многие уже схемы раскрылись. Таможня провела определенные работы, и как бы вот таких моментов уже нету. Раньше нам надо было постоянно доказывать, что мы действительно купили за такую сумму эти автомобили, что реальная таможенная стоимость их столько-то, там условно, один автомобиль там 30 тысяч долларов стоит. Нам постоянно нужно было доказывать, кучу документов собирать. А сейчас, в принципе, эта система проще начала работать. Условно, если мы хорошие платежи оплачиваем бюджет, то есть ничего не скрываем, никаких там таможенную стоимость не занижаем. То есть у нас растаможка намного проще сейчас происходит. Там больше по зеленому коридору проходит. Вот такая система. Были такие некие компании, которые, они прямо говорили, что через границу, например, когда мы грузим товар и перевозим, нас останавливали, досматривали постоянно. Как они там растамаживали, честно, мы в это не вникаем. В последующем мы узнали, что там какие-то уголовные дела. У некоторых людей до сих пор грузы, допустим, там стоят арестованные. Да. Как вы с ними договаривались, допустим, оплата какая-то с вашей стороны шла официально или это вот так из рук Только в руки? наличка, да. Объективно. Очень много интересов там было завязано, и в том числе недобросовестных неких лиц, которые пользовались этой системой. То есть там, на самом деле, очень тоже, повторяю, запутанная схема была. Когда эту схему, скажем так, убрали, многие лица, которые, скажем, в кавычках кормились на этом деле, остались не у дел.
После того, как ввели вот эту определенную монополию Евротранзита, стало, что только они имели право выезжать на территорию Китая, погружаться там и, соответственно, этот товар вывозить на территорию Казахстана. То есть обычный транспорт не имел возможности заехать на эту территорию. Точнее, это было крайне ограничено и крайне сложно. По факту, в итоге, чтобы получить товар с этой нейтральной территории, ну, с территории китайский товар, да, скажем так, который шел через территорию Китая. Это на самом деле транзитный товар с Юго-Восточной Азии, в том числе и так далее. Так вот, там достигал до $40 тысяч за один грузовой транспорт. Я вам скажу, это 3 километра туда-обратно. Вот, территория 3 километра. Сами понимаете, сколько это времени занимает. И на все про все $40 тысяч. Понятно, что это колоссальные издержки для бизнеса было, это сформировало огромные заторы под товару, это сформировало дефицит, и на самом деле все мы почувствовали это в том числе и в стоимости. Понятно, что какой бы товар ни был, $40 тысяч это очень много за одну фуру. Это был огромный урон как для бизнеса Казахстана, так и в целом для государства. Но теперь что? Снова будет создан такой же единый оператор от государства или все-таки есть возможность работать нескольким операторам? Эту функцию на себя забрало государство. Понятно, что этот вопрос, наверное, может быть в какой-то степени это и правильно, для того, чтобы все-таки порядок там должен быть. Проще заплатить государству, предусмотренные государством платежи, чтобы они были соразмерные, разумные, и тогда все эти коррупционные риски сойдут на нет. Если даже взять вот 4-й квартал 2022 года, на таможенном посту Алматы-ЦТО вот оформились 11 тысяч импортеров. Из них 800 предпринимателей оформили по 10 и более автотранспортных средств. Наоборот, у нас в 2022 году почти 2 раза выросла деловая активность по импортным операциям. Если в 2021 году растаможились 30 тысяч предпринимателей, то в 2022 году их количество составило 51 тысячу. Китай занимает первое место по товарообороту среди всех партнеров Казахстана. И на таможенных пунктах с этой страной регулярно происходили коррупционные скандалы. В 2011 году разоблачили целую ОПГ, которая занималась провозом контрабандных товаров из Поднебесной. Покровительствовали преступникам работники таможенной службы и сотрудники Комитета национальной безопасности. Разбирательство по Хоргосскому делу длилось целый год. Судили 45 человек. А главу таможенной службы Казахстана Козыкорпеша Карбузова тогда отправили в отставку. В 2018-м на казахстанско-китайской границе снова разразился коррупционный скандал. Задержали 35 человек. Среди них были участники организованных групп, пограничники и таможенники, которые помогали ввозить контрабандные товары, сопровождали нелегальные грузы и занижали таможенные ставки. Разобраться с бардаком на китайской границе требовал даже президент. Таможенная служба заявила, что смогла навести порядок на границе. В подтверждение приводят цифры. За 2022 год в бюджет поступило 3,5 триллиона тенге. Это больше, чем в 2021 году. Будет ли эта сумма распределяться среди стран ЕАЭС и что сейчас происходит на Хоргосе? Раньше там чуть бы не через один контейнер шел досмотр. Сейчас этого нету. На границе также были досмотры, за счет этого были пробки на границе очень большие. Потом раньше СВХ там стоило бешеных денег на границе. Оно в частном владении, я так понимаю, было. Сейчас, я так понимаю, уже оно в государственных руках. Раньше это было в частном владении, из-за этого было очень большой космос, просто были цены на СВХ, именно на границе. И обратно же здесь контейнер пришел. Например, импортер же не один везет, их много. Из-за этого тоже СВХ, например, не успевает своевременно выставить контейнеры. От этого идут простои. Это хранение груженного контейнера на СВХ. Вплоть доходило до 10 дней, чтобы просто контейнер выставить и досмотреть. А представьте, это какие деньги. Шумов, разговоров по этому поводу много было. Тому, здесь, там. Сейчас этого нет. Сейчас проще.
Я говорю, многие импортеры стали уже самостоятельно вести сюда. Это говорит о том, что нет препятствий каких-то, нет барьеров каких-то. Если человек уже занимаясь там условно уже 10 лет, там, возя сюда, не знаю, там смесителя, да, там, или батареи какие-то определенные, и он был вынужден для того, чтобы здесь работать, конкурировать, обращаться к каким-то людям. А теперь он может сам открыть фирму и вести сюда. Обратно же это же большой плюс и для Казахстана, да, скажем, это пополнение бюджета идет. Таможенная служба также отчиталась, что поступления за 2022 год составили 3,5 триллиона тенге. Эта сумма будет еще как-то распределяться среди стран ЕС? Такие комментарии вводят в заблуждение наших людей. Поступление 3,5 триллиона тенге – это сумма таможенных платежей, которая уже сидит в бюджете Республики Казахстан. После распределения между странами ЕС, то есть данная сумма полностью принадлежит Республике Казахстан. Например, такой платеж, как НДС на импорт, поступление по которому составило 1,4 триллиона тенге, изначально не подлежит распределению и полностью поступает в бюджет страны. Вообще увеличение налоговых поступлений связано с антироссийскими санкциями? Хочу обратить внимание, что не все страны применяют санкции в отношении России. Например, Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты не выставляли санкции. Они также являются нашими основными торговыми партнерами. При этом по ним наблюдается значительный рост товарооборота. Например, Китай занимает первое место по товарообороту среди всех торговых партнеров Республики Казахстан. Товарооборот с Китаем у нас вырос на 134%. То есть Россия может, как и раньше, напрямую закупать у этих стран. А основной причиной роста товарооборота и поступления в бюджет является создание благоприятных условий для наших импортеров, увеличение скорости прохождения границы, снятие различных барьеров и снижение контрольных мер в отношении добросовестных импортеров. Вместе с тем была проведена большая работа по выводу из тени в отношении рисковых импортеров. То есть это которые занижали таможенную стоимость товаров и не отражали достоверное количество товаров и так далее, и так далее. Например, в 2022 году в ходе таможенного контроля выявлено почти в 3 раза больше нарушений, чем в 2021 году. Бюджет Республики Казахстан дополнительно взыскано 3 раза больше, чем в 2021 году. К примеру, в 2022 году дополнительно поступило 189 миллиардов тенге, а в 2021 году 50 миллиардов тенге. Сейчас можно, в принципе, на себя все возить, проблем никаких нету. Единственное, конечно, если ты указываешь там смешные цены, если есть такие люди, которые могли там указать там $10 тысяч за стоимость контейнера, когда он фактически может стоить больше, да, ты будешь попадать на проверку. А если цены реальные, все указано, то есть там, в принципе, проблем нету. Сейчас таможенный процесс стал более ускоренным, потому что, во-первых, все на электронный формат, то есть уже не сталкиваешься с инспекторами таможенными, то есть все электронно подаем, все прозрачно. Элементарно сейчас у нас с Китая, чтобы контейнер доставить, где-то кругом-бегом 30-40 дней занимает. Бывало, доходило до того, что со всеми это бывает до полугода доходило, мы не могли получить контейнер, потому что пока там очереди с пандемией, потом досмотры и так далее. Вот такие моменты были. Очень. Бывало, часто портился груз. То есть он уже не был, товарный вид терял. Сейчас намного легче стало, намного проще. Уже не чувствуется этого, что где-то там какие-то агашки. Да? Все намного проще стало. Выход из тени подтверждает и рост эффективности взыскания с одной
единицы транспортного средства. Если у нас вот количество транспортных средств по сравнению вот с 2021 годом выросло в 1,3 раза, то есть эффективность взыскания с одного транспортного средства выросло вот в 1,5 раза. А вот за январь 2023 года эффективность составила вот 4,1 миллиона тенге, что значительно больше вот показателей прошлых лет. Вместе с тем вот, сохраняется вот тенденция роста количества импортеров, заезжающих вот транспортных средств по сравнению вот с прошлым годом и в новом году. Что касается таможенной очистки, то здесь процесс, конечно, быстрее стал. Если самый быстрый, это день-два. Мы подавали декларацию, набирали. Она уходила там в желтый коридор, в красный коридор. Сейчас уже мониторят цены. Уже добросовестных импортеров переводят и в зеленый коридор, и они выходят. Условно, ты получил документы, подал декларацию, она ушла в зеленый коридор, ты растаможился и забрал свой груз. Сейчас все это электронно. Получил документы, подал декларацию. Там, после очистки груза, считанные секунды, таможенник на СВХ уже видит, что контейнер растаможен, и мы забираем груз. Так, за январь месяц 2023 года заехало 46 тысяч транспортных средств, и поступление платежей и налогов составило вот 320 миллиардов тенге, что соответствует уровню наиболее активных месяцев 2022 года, то есть октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года. Это даже с учетом вот, китайского Нового года, когда граница была закрыта на 10 дней. То есть создание благоприятных условий для наших предпринимателей, таких обеспечение скорости вот, прохождения границы, снятия барьеров вот, приносит свои плоды для экономии нашей страны. Это Айран. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Нам важно ваше мнение. И переходите по ссылкам на экране. У нас есть много интересных выпусков на самые актуальные темы.